В Инте продолжается проведение патриотических, тематических и культурно-познавательных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в Российской Федерации и Году Героев Коми. В эту субботу, 17 мая, в Интинском краеведческом музее состоится Ночь музеев. А на следующей неделе, в пятницу, 23 мая, сотрудники Центральной библиотеки приглашают горожан на Библиосумерки. Дорогие друзья, 23 мая Центральная библиотека приглашает всех интинцев и гостей города на самое масштабное из всех мероприятий Центральной библиотеки, на одно из ключевых культурных событий года для всех любителей и ценителей литературы, на социокультурную акцию «Библиосумерки». В этом году акция будет приурочена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема «Библионочи» 2025 года «Свои герои», девизом которой стали строки песни из кинофильма «Офицеры», написанной специально для фильма поэтом-фронтовиком Евгением Аграновичем. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Каждый отдел библиотеки подготовил программу, которая позволит еще раз напомнить о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам наших предков. Начнутся библиосумерки в фойе, где вас встретит стена памяти «Свои герои». Юношеский абонемент ждет своих юных читателей с игровой программой. В библиографическом отделе будет проходить акция «Письмо солдату». Участниками акции могут быть все желающие, всех возрастов, от школьников до пожилых горожан. Каждый сможет написать письмо военнослужащему, выражая благодарность и признательность за мирное небо над головой. В отделе электронного обслуживания вас ждет интерактивная экскурсия «Звуки войны и победы». Аудиопогружение в историю войны в звуках от разрывов снарядов до торжественного объявления победы левитаном. В выставочном зале вас встретит военно-исторический клуб «28-я Невельская дивизия» и «Солдатский привал». Будет развернута полевая кухня с кашей и чаем. Различные мастер-классы дадут возможность сделать своими руками памятные вещи. А в конференц-зале пройдет праздничная программа с участием творческих людей нашего города. Это и музыкальные, и поэтические номера, театральные зарисовки и танцы, тематические конкурсы и викторины. Далее продолжится серия интеллектуальных игр «Город играет». И в честь Дня Победы состоится особенная игра «Фронт культуры», посвященная искусству времен Великой Отечественной войны, той огромной роли художников, поэтов, музыкантов, режиссеров и актеров в то трудное время. Это был настоящий культурный фронт, не менее важный, чем боевой. И вишенкой на торте станет розыгрыш призов. Приходите, мы вас очень ждем. Нам очень важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о тех трагических событиях и великих героических поступках наших предков. Ведь многие так и не смогли вернуться из боев. 23 мая на взрослом абонементе предлагаем участникам квеста стать защитниками нашей Родины. Каждый из участников сможет проявить свои способности. И как и в бою, от сплоченности всей команды будет зависеть успех операции.